Прием и осмотр больных, консультация, неотложная помощь и направление пациентов на анализы. Свободного времени у врача-терапевта Луизы Торшхоевой нет. После окончания ординатуры это ее первая работа. Но к плотному графику девушка привыкла еще со студенчества. С профессией определилась еще в детстве и упорно шла к своей цели. Обучалась я в НГУ, а именно ординатуру я проходила в Московской области, профилактическую медицину. Что в НГУ, что в МГУ мне нравилось. Все, что связано с помощью людям, мне всегда было по душе. И исполнилась моя мечта детства, так сказать. Желание оказывать людям медицинскую помощь у Луизы Торшхоевой появилось не просто так. Она пошла по стопам своей старшей сестры, которая также в этой сфере. За 3 месяца работы Луиза Торшхоева успела себя зарекомендовать грамотным и ответственным специалистом. В амбулаторию села Икажево девушка устроилась после подачи документов в Республиканский Минздрав на участие в программе «Земский доктор». Говорит, что благодаря коллективу не пожалела о своем выборе. Я, так как была наслышана о программе «Земский доктор», и мне сказали, что есть место в Икажевской амбулатории. Я, конечно же, была не против. Мне эта местность всегда нравилась. С первого дня как будто тут работаю уже давно. Мне очень нравится коллектив, дружелюбный, сплоченный, чему я очень рада. Повысить качество и доступность медицинской помощи и привлечь в систему здравоохранения новые кадры. Вот основная цель программы «Земский доктор». Главное условие – отработать в медицинском учреждении 5 лет. Государственная программа «Земский доктор» действует с 2012 года. В рамках программы врачи, фельдшеры и медсестры могут получить от 500 тысяч до 2 миллионов рублей за готовность работать в малых городах и селах. Денежный сертификат в размере 1 000 000 рублей получила и Луиза Торшхоева. По ее словам, принять участие она решила не только ради приза, а больше для закрепления полученных знаний практикой. Программа «Земский доктор» – это все-таки большая помощь, финансовая помощь медработникам. Мне кажется, 5 лет опыта – это того стоит, тем более сельское поселение Икажево, как мы знаем, большое и с немалым количеством жителей, как мы знаем, и опыт наберется немаленький, я думаю. В Ингушетии за весь период реализации государственной программы «Земский доктор», национального проекта здравоохранения, медицинские организации республики было трудоустроено 343 человека. Это отметил заместитель министра здравоохранения Ингушетии Магомед Падиев в прямом эфире программы «Главное» на нашем телеканале. В 2023 году выплаты получили 43 медицинских работников. В 2024 году планируется 30 работникам, в 2025 году 31 и, соответственно, в 2026 году 30 работников тоже. И сама программа будет реализована до 2030 года, если не будут какие-то изменения. Благодаря программе «Земский доктор» в селениях, где не хватало врачей, теперь есть терапевты, педиатры, кардиологи, рентгенологи и другие специалисты. Государственный проект стал весомым капиталом для бывалых медиков и для пока еще не очень опытных специалистов в решении жилищного вопроса. Малика Измайлова, Султан Магушков, Магаз 24.